Добрый вечер, вы смотрите новости на канале Якутия-24 в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Продвижение постройки века. Власти России решают вопрос о выделении капитального гранта из федерального бюджета на строительство моста через Лену. Борьба с коронавирусом. В Якутске и районах продолжается активная вакцинация населения. Сюжет из Алекминска. Возобновление крупных турниров, первенства и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу организовано в Якутске. Работы по восстановлению электроснабжения в Хангаласском и Мегино-Хангаласском районах республики могут занять 5-7 дней, передает Министерство ЖКХ и энергетики региона. На данный момент для обеспечения энергоснабжения в указанных районах развернуты передвижные автономные электростанции. Также разработан график веерных отключений в Нижнем Бестяхе, Павловске, в селах Рассолодах, Аптагай, Хоточука, Чикатце, Кысылурьете, Итебе и Кердеме. Рассматриваются варианты подключения потребителей по постоянной схеме путем переключения на резервные линии электропередачи. Напомним, что ночью 3 февраля произошло технологическое нарушение на подстанции в селе Майя. В ходе восстановительных работ электроснабжения потребуются веерные отключения в Хангаласском и Мегино-Хангаласском районах по следующему графику. С 20:00 до 21:00 в Павловск, Нижний Бестях частично. С 18:30 до 8 вечера Нижний Бестях частично, Хаптагай, Хоточука, Чикатце, Кысылурье, Жемкон-1, Жемкон-2, Рассолода. В этих графиках возможны изменения. Сообщается, что информация, распространяемая пресс-службой ПАО «Россети», не соответствует действительности. Работники ПАО ФСК ЕС продолжают восстановительные работы на подстанции «Майя», в связи с чем электроснабжение потребителей ведется по временной схеме, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей Якутскэнерго. К другим новостям. Власти России решают вопрос о выделении капитального гранта из федерального бюджета на строительство моста через Лену. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе онлайн-беседы на платформе «Бизнес-школы Сколково». По его словам, Минфин рассчитывает, что региональное финансирование проекта возрастет и будут привлечены частные инвесторы. Айсен Николаев подчеркнул, что мост через Лену нужен всей стране. Если появится такой объект, то у нас теоретически к 2030-2035 годам можно будет проехать от Иркутска до Магадана по автомобильной дороге, отметил Айсен Николаев. Планируется, что строительство моста через Лену начнется весной 2021 года. Напомним, в феврале 2020-го между правительством Якутии и 8-й концессионной компанией было подписано соглашение на строительство Ленского моста. Общий объем финансирования проекта оценивают в более чем 83 миллиарда рублей. 93 новых случая коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них 40 в столице, в Якутске. В Мирнинском районе 25 случаев заражения, в Тампонском районе 7, в Алданском 6, Мегино-Хангаласском и Нирингринском по 3 случая. Еще в 5 других районах от 1 до 5 заболевших. За сутки лаборатории региона провели свыше 1700 исследований на COVID-19. Вместе с этим растет другая статистика. Число вакцинированных по Якутии превысило 24 тысячи человек. Активно вакцинируются в Якутске 9362 человека. В Нирингринском районе уже привито 1072 человека, в Алданском районе 919. Меньше всего прививок поставили с учетом имеющихся в наличии вакцин в Ленском районе 229 человек, в Чурапчинском районе 433 и Татинском районе 445 граждан. Вакцинация идет и в Тампонском улусе. В районную центральную больницу поступило 1000 доз гам-ковид-вак. Сюжет из Хандаги. В эти дни, несмотря на низкую температуру наружного воздуха, в центральной поликлинике многолюдно. Большинство пациентов спешит в прививочный кабинет Центра здоровья. С поступлением вакцины гам-ковид-вак дверь этого кабинета не закрывается. Одними из первых вакцинировались медики, работники образования и социальной сферы, сотрудники полиции, Росгвардии, студенты медколледжа, государственные и муниципальные служащие. Вакцинацию получили 480 человек. 23 января поступила вакцина гам-ковид-вак «Спутник Ви». С тех пор ежедневно прививаем и в выходные дни работаем.
Примерно приходит 40 человек в день. Перед прививанием проводим осмотр терапевта. По желанию можно сдать на антитела, анализы. На сегодня в Тампонском районе зарегистрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с положительным результатом 83 человека, в том числе 21 пациент на лечении в инфекционном отделении. Амбулаторно 53 больных. 7 отправили в город Якутск. Я подошел к вакцинации осознанно. Люди, которые работают в образовательном учреждении, должны пройти вакцинацию, потому что они контактируют с большим количеством людей. Горно-велосипедный техникум, преподаватели и воспитатели начали проходить вакцинацию. И также существует квота, 100 студентов должны тоже пройти вакцинацию. Я решил вакцинироваться, потому что нахожусь в зоне риска. Мне 66 лет. И чтобы не заполучить мне этот несчастный ковид, я пришел, и ничего страшного в этом не вижу. В ближайшее время Тампонская центральная больница ожидает поступления новых доз вакцин для дальнейшей массовой вакцинации населения. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Вакцинация стартовала и в Алекминском районе. Всего было в Улус завезено 500 доз вакцины ГАМ-ковид-ВАК, рассказывает наш корреспондент. На сегодняшний день, 4 февраля, завершился первый этап вакцинирования первым компонентом ГАМ-ковид-ВАК. Вечером 3 февраля было привито 425 человек. Утром 4-го остальные дозы были направлены в Алекминский психоневрологический интернат. Вчерашний вечер у нас было привито 425 человек из 500. Сегодня у нас 2 бригады, 2 врача, 2 медсестры выехали в ОПИ. Там будут привиты работники и обеспечаемые. Вот ориентировочно как раз 75 доз последних мы должны привить там. Вакцинация в Алекминском районе началась 28 января. За период на этот день тяжелых реакций не было выявлено. Каждый из принявших вакцину перенес ее по-разному, в зависимости от реакции организма, в большинстве без ощущений. Я поставил 29-го. Никаких ощущений вот за все эти дни? Вообще никаких. Ну, и мой организм перенес это спокойно. Принимали вакцинацию? Да, принимал. А когда вы приняли? Вчера, после 2 часов. Какие-то вот у вас как вы ощущали себя? Никаких ощущений не было, как обычно, прививка была. А сегодня? Сегодня тоже нормально, как обычный день, хожу, нормально все. Я была вчера на вакцинации в ЦРБ. Чувствую себя прекрасно. Никаких у меня таких изменений в организме нет. 19-го плановая вакцинация, поэтому жду вторую вакцину. Любовь Автономовна стала первой принявшей вакцину. Первые 10 часов у меня вообще ничего не было. А потом повысилась температура, но максимально 37,5. И был легкий гриппоподобный синдром. Это ломота в суставах. Больше ничего, головной боли ничего не было, но это все описано, это не побочные действия вакцины, это ожидаемая реакция на вакцину. Значит, кто-то переносит совсем бессимптомно, у кого-то могут быть такие симптомы, но это нормальное явление. Значит, если повышается температура, просто нужно принять либо таблетку парацетамола, либо нестероидный противовоспалительный препарат типа Найса. Все симптомы снимаются, можно пережить эти симптомы. Ожидаем следующую партию, улыбается медсестра прививочного кабинета. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Центры онкопомощи заработают в Амгинском и Верхневилюйском районах Якутии в этом году. Регионам ежегодно выделяются средства для организации качественной онкологической помощи. Так, в 2019-2020 годах якутский онкодиспансер получил медоборудование на 428 миллионов рублей. За эти годы поступила и введена в эксплуатацию 51 единица. В 2021 году планируется оснащение на 106 миллионов, об этом сообщили в Минздраве. Кроме этого, за последние 2 года открылись 13 центров амбулаторной онкопомощи в районах республики. В Якутске обсудили вопрос организации летнего отдыха детей республики. В Минобразовании сообщили, что формами содержательного отдыха, оздоровления и занятости планируется охватить 75% школьников в Якутии и 100% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В общем, намечено открыть 500 лагерей, как и в прошлом году.
в ведомстве. Также озвучили, что есть требования Роспотребнадзора по заполнению лагерей на 50%. На данный момент никаких указаний по послаблению этого ограничения еще не поступало. На заседании комиссии Госсовета России обсудили вопросы субсидирования воздушных перевозок. Было отмечено, что отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на Дальнем Востоке, смогут приобретать билеты на авиарейсы, субсидируемые государством. В списке таких рейсов 21 маршрут. Что касается нашей республики, то для всех якутян будут доступны субсидированные авиабилеты по 6 направлениям. Это Мирный Москва, Мирный Санкт-Петербург, Нерюнгри Москва, Полярный Москва, Якутск Москва и Якутск Санкт-Петербург. Количество рабочих и техники увеличат в 2 раза при строительстве Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами арктические реки Якутии. Кроме того, в весенне-летний период будет усилена работа по всем направлениям. Пандемия, как известно, повлияла на ход строительства судоверфи, особенно когда были введены жесткие ограничения для работников из других регионов. Теперь задача все это наверстать. В конце выпуска о спорте. Первенство и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу состоится в Якутске. С 4 по 7 февраля во Дворце спорта 50 лет Победы пройдут бои среди взрослых спортсменов, среди юношей и юниоров. Ожидается приезд кикбоксеров из 5 регионов Дальнего Востока. Сборная Якутии в количестве 70 спортсменов выступит под руководством главного тренера Андрея Алексеева. Онлайн-трансляцию покажут на YouTube-каналах Управления массового спорта Минспорта Якутии и на канале «Мой спорт». Соревнования пройдут без зрителей с соблюдением всех санитарных норм. Отметим также, что в апреле Якутск впервые примет чемпионат России по кикбоксингу в разделе К1. Это мероприятие будет приурочено к юбилею триумфа первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова. 2 года мы уже работаем над проектом совместно с руководством Республики Саха-Якутия, правительством республики о проведении чемпионата и первенства России в разделе К1, который будет являться отбором на чемпионат мира. В первую очередь это огромное событие, что впервые на дальневосточной земле, и именно в городе Якутске, будет проведен чемпионат России по кикбоксингу. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале. Всего хорошего.